Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Для кого-то цель, а для кого-то средства. В республике принят главный финансовый документ Якутии на 2022 год. Продовольствие в отдаленные населенные пункты. В Якутии продолжают выполнять зеленые рейсы в арктические районы. Короли дорог Южной Якутии. В Нерюнгри продолжается работа по замене светофоров. Доходы бюджета республики в следующем году увеличатся на более чем 32 миллиарда рублей. На сессии Госсобрания Илтумен во втором и окончательном чтении принят главный финансовый документ Якутии на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Таким образом, в следующем году доходная часть составит 264 миллиарда 535 миллионов рублей. По поручению главы Айсена Николаева на сельское хозяйство выделены беспрецедентные средства. Финансирование увеличено более чем на 1,5 миллиарда. Собственные доходы республики превысили 151 миллиард, чего ранее не бывало. Отметим, что Якутия входит в десятку лучших регионов страны по размеру собственных доходов. На самом деле мы вышли на очень большую планку. Мы входим в число 10 регионов страны по размеру собственных доходов. Это очень важно. Ну и, конечно, то, что федеральный бюджет нас поддерживает. И с точки зрения дотации, и с точки зрения субвенций, субсидий тоже видно по тому размеру, порядка 114 миллиардов, которые направлены на сегодня уже в бюджет нашей республики. 1 декабря истекает срок для своевременной оплаты имущественных налогов. Управление Федеральной налоговой службы по республике напоминает, заплатить налоги можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ», в личном кабинете налогоплательщика физического лица, на сайте ФНС России с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин», а также через банки и почтовые отделения. В республике подвели итоги 15-й республиканской акции «Природа и мы». Эта акция – одно из самых массовых экологических мероприятий в республике. В этом году в рамках договора компания «Алроса» провела множество мероприятий по датам экологического календаря. Проведены различные научно-практические конференции и экоуроки. Экологическая политика компании предусматривает масштабные исследования, повышение качества работ по охране окружающей среды и реализацию программ социально-экологической направленности. Допустим, если у вас есть какая-то экологическая акция, допустим, направленная на благоустройство близлежащего парка или ботанического сада в школе, то, безусловно, компания «Алроса», оценивая экологическую полезность данной акции, вас поддержит. Компания «Алроса» постоянно ведет мониторинг в сфере природоохраны на своих производственных и прилегающих к ним площадках. И на эти цели компания «Алроса» ежегодно направляет более 90 миллионов рублей. Проводит крупные экологические мероприятия, такие как изучение миграции северных оленей путем чипирования, зарыбления рек и озер и многое другое. И на эти цели компания «Алроса» ежегодно направляет порядка 6 миллиардов рублей. Тем временем в Якутии продолжают выполнять зеленые рейсы в арктические районы. С октября этого года перевезено около 59 тонн продовольственных грузов. Рейсы по заявке Якутопторг выполняет авиакомпания «Полярные авиалинии». Сейчас компания приступила к выполнению второго этапа по доставке продовольствия в труднодоступные районы республики. До конца года планируется выполнить более 10 рейсов и доставить свыше 50 тонн грузов. Рейсы выполняются до районных центров Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Момского, Оленёкского, Среднеколымского, Устьянского и Эвено-Батантайского районов. 4 декабря детская лор-служба Якутии отметит 50-летний юбилей. Первые койки в количестве 20 штук появились в 1967 году на базе хирургического отделения. Затем, спустя 4 года, детская служба начала работать как самостоятельное отделение. Как сейчас работает лор-отделение Якутии, узнавал Евгений Тайтонов. Отит – болезнь широко распространенная у детей. Согласно статистике, патология диагностируется у 90% дошколят. Особенно подвержены заболеванию малыши до 5 лет. Воспалительное поражение уха коснулось и нашу сегодняшнюю героиню. Кашель, одышка, а за ней и срочная госпитализация. Очень сильный был кашель. Мы вызвали в 5 утра скорую и сразу положили в больницу.
Тут дышим ингалятором и антибиотиком. Улучшение сразу есть, было. По-моему, у нас аллергия, у моих бронхиальная астма у всех. На фоне этого уже вот, вот кашель идет и сильно болит, чешет ухо. Несвоевременное обращение к врачу может повлечь за собой самые разные последствия. Небольшой катаральный отит может с легкостью переходить в другую стадию, вплоть до менингита. Поэтому родителям необходимо обращать внимание, если ребенок жалуется на боли в ушах, трогает ушки, особенно дети до года, которые сказать ничего не могут, обязательно необходимо обратиться к врачу. Отделение экстренной специализированной медпомощи открыли в декабре 2012 года. Здесь круглосуточно принимают детей с лор-патологией со всей республики. Сегодня через нее в год проходит 800 детей. Из них операции по экстренным показаниям проводят почти половине. Операция у нас проводится со стороны среднего уха, это миринготомия, шунтирование барабанной полости. Также со стороны пазух при гнойных риносинуситах проводим пункции пазух. При абсцессах уха производится их вскрытие. А также бывают грозные осложнения, обычные вроде бы, казалось бы, ангины, но это тоже заболевание такое, которое необходимо наблюдать, лечить амбулаторно или стационарно. Уже в эти выходные у детской лор-службы полувековой юбилей. Знаменательную дату отметят на базе педиатрического центра с участием ведущих врачей страны. Также в этот день проведут мастер-класс реконструктивной операции на среднем ухе. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск. В столице Южной Якутии продолжается работа по замене светофоров. Первый светофор с табло обратного отсчета для водителей появился в августе на одном из центральных перекрестков Дружбы народа Ленина. Теперь светофоры обновляют на других перекрестках города. Новые дорожные объекты помогают водителям рассчитать время до пересечения перекрестка и, как следствие, снизить аварийность на городских улицах. Всего установлено новых светофорных объектов на территории города 32. А также были установлены информационные секции белолунного мигания. Когда на светофоре на перекрестке горит красный, но дополнительная секция зеленый, когда может водитель поворачивать направо, именно вот этот белолунный человечек, его так называют, он информирует водителя о том, что во время поворота направо горит зеленый сигнал для пешеходов. О становлении якутского кино снят историко-хроникальный документальный фильм, режиссером которого выступил Иван Кривогорницын. Премьерный показ картины состоялся в одном из кинотеатров Якутска. Более подробно, о чем повествует этот документальный фильм и чем он может зацепить зрителя, в материале Дмитрия Тымырова. 1 час 20 минут. Полный метр документального фильма рассказывает зрителям историю становления якутского кинематографа. Здесь использованы уникальные архивные кадры и редкие исторические факты. Век якутского кино снят по заказу Министерства культуры и духовного развития республики и приурочен к 110-летию первого кинопоказа. Самая основная задача моя как режиссера была рассказать о тех событиях, о тех людях, о тех временах, которые предшествовали тому культурологическому и искусствоведческому вообще феномену якутского кино. На написание сценария ушло 3 месяца, еще 3 на сбор и систематизацию материала. Только после этого начались съемки. Много информации и редких исторических данных предоставили в библиотеке имени Пушкина. И здесь же были отсняты некоторые кадры, вошедшие в ленту. Книжный фонд, да, и фонд периодики, который хранится в Национальной библиотеке, он достаточно обширен, так же, как и по времени. Допустим, у нас есть дореволюционные газеты, да, в которых была информация о кинопоказах того времени, о персоналиях, да, о том же Приутове. Вот вся эта информация использовалась. Книги из нашего фонда использовались. Еще такой момент, что Иван Юрьевич, режиссер этого фильма, работает в Национальной библиотеке. И, наверное, такой основной момент, что в 1911 году первый кинопоказ вот именно состоялся в здании Национальной библиотеки, да, что нас очень радует, и мы этим очень гордимся, что мы сопричастны вот этой большой, хорошей истории якутского кинематографа. Действительно, фильм получился содержательным и исторически значимым. Режиссер уверен, лента будет интересна не только кинематографическому сообществу, но и всем жителям республики. Зрители могут узнать, что любили кушать знаменитые советские актеры в кинотеатре «Мир», когда они приезжали сюда в 60-е и 70-е годы. Узнают
кто был первым кинооператором и в каком году впервые сняли Якутию вообще на кинокамеру, и кто это были. На премьерный показ пришли не только деятели кино, но и просто любители якутских фильмов. Некоторые специально приехали из Москвы. Очень отрадно, что это не извне снимают о нас, а сами о нас, да, и вообще примечательно, что это не фильм не только основывается на последних успехах якутского кино, а вообще о том, когда пришло кино, как кто этим занимался. Сегодня все говорят о якутском кино, и мне тоже интересно этот феномен разгадать, как это происходит. Хотя я был участником этого процесса, и мне больше понравились эти люди, так как они работают, так как они помогают, так как они друг за друга горой и никого не бросают, и это удивительно. Действительно, кто лучше якутян сможет рассказать об истории якутского кино. Документальную ленту покажут также на телеканале НВК Саха. Так что у каждого жителя республики будет возможность окунуться в историю национального кинематографа и понять, в чем же его феномен. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Подарок в преддверии Нового года. Жатайская школа искусств получила новое музыкальное оснащение в рамках нацпроекта «Культура». Детское образовательное учреждение вошло в число 25 учреждений культуры, которым выделены новые музыкальные инструменты и специализированная литература. Последний раз оснащение Жатайской музыкальной школы менялось несколько десятилетий назад. Напомним, что национальный проект «Культура» действует в нашей стране с 2019 года, который включает в себя более 15 различных направлений. От кадровых расширений до полного переоборудования культурно-просветительских учреждений. Мы очень рады, что мы попали в этот проект, что мы были отобраны в этом проекте. Хочется поблагодарить всех тех, кто участвовал и в отборе, и в реализации данного проекта, потому что, наверное, ни одна музыкальная школа, ни одна школа искусств не может себе позволить купить разово такое количество и музыкальных инструментов, и музыкального оборудования. К этому часу у меня вся информация. Мы следим за развитием событий. До встречи в эфире.